фойе кинотеатра «Октябрь» уже выстелена красная дорожка, звучит абхазская мелодия. Все ждут авторов и актеров фильма «Спасибо деду за победу». Это режиссерский дебют Тимураза Таня, известного актера команды КВН «Нарта» из Абхазии и комедийных проектов канала ТНТ. В этот значимый для Тимураза день в кинотеатр пришли практически все члены его семьи, друзья, представители диаспоры, просто поклонники творчества Тани. В числе гостей презентации народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Ее появление на красной дорожке вызвало настоящую эйфорию журналистов. Конечно, среди гостей много известных лиц из КВН. К примеру, Денис Дорохов пришел поддержать своего коллегу и даже вел видеорепортаж. Оказалось, что и мы попали в объектив его камеры. Скажите, пожалуйста, какие ожидания от просмотра? Только положительные, потому что о том, что Теймураз снимает фильм, то есть мы уже давно знали. Истории, которые рассказывал он, которые вошли в сюжет этого фильма, мы тоже знаем. Ну, мы, я говорю, это все актеры шоу «Однажды в России» и себя лично имею в виду. Вот поэтому я ожидаю только класс, только здоровское кино, короче. Своими ожиданиями от предстоящего просмотра поделился и Эдгар Квазава. Я думаю, что фильм однозначно будет интересным, поскольку сам режиссер данного фильма является человеком с таким острым чувством юмора, и актерский состав крайне интересный. Я смотрел трейлер этого фильма, мне очень понравилось, и ожидаю, что действительно будет очень интересно посмотреть. Встречает гостей Тимураз Таня, который не может скрыть волнение в такой значимый для него день. К воплощению проекта он шел всю свою сознательную жизнь и к дебюту подготовился со всей ответственностью. Несмотря на опыт в киноиндустрии, Тимураз 3 года отдельно обучался режиссерскому мастерству. Он рискнул показать такую непростую тематику, как Отечественная война, через призму юмора и комедии. Я этот фильм вынашивал 37 лет. Это моя история, она основана на реальных событиях. Конечно, там есть художественный замысел. Благодаря ребятам, с которыми я его прописал, Тимур Киквискири, Занда Какалья, Гаджи Атаев и Андрей Галанов. Мы, в принципе, работали над этим сценарием около 3 лет. И по большому счету из-за этой истории я и поступил на режиссерский курс и закончил, чтобы вот реализовать эту картину. Как видите, моя мечта осуществляется тихо-тихо. Съемки фильма преимущественно проходили в Абхазии в октябре. Красота природы, почти летняя погода, когда в Москве уже сугробы. И, конечно, абхазское гостеприимство особенно понравились российским актерам. Одну из ролей в фильме сыграла известная актриса театра и кино Ксения Алферова. Мне кажется, что вообще кино и театр – это в первую очередь не про мысли, а про чувства. И поскольку оно же «Спасибо деду за победу», спасибо реальному деду, помимо всего прочего, это же реальный дед Тимура. И это те истории, которые рассказывал дед Тимура Тимуру. То есть он сделан с большой любовью и уважением, то есть никто же не смеется над войной. Там совсем, юмор не в этом, грубо говоря. Я фильм не видела, например, поэтому я, честно, не знаю, хороший фильм получился или плохой. Сценарий был великолепный, Тимур замечательный, съемки проходили в таком колорите абхазском. Мне понравилось все. Но точно знаю, что он красивый, потому что это какая-то невероятно красивая страна. Очень гостеприимная и очень вкусная. В день премьеры журналисты, к сожалению, так и не дождались Егора Бероева, который, как оказалось, был в командировке. Но все компенсировали юные актеры Алексей и Саида. Они, как настоящие звезды, позировали перед камерами и отвечали на вопросы журналистов. Поначалу было прям все шло отлично, потому что много сил, энергии. Все-таки это Абхазия, тепло, хорошо, октябрь уже, конечно, лето уходит, но все равно еще так жарко и хорошо. Фрукты, овощи. Главное то, что на площадке царствовал позитив и хорошая атмосфера, поэтому приятно было работать. Конечно, были какие-то моменты, когда ты уже уставал прям до упаду, но все равно Тимур говорит: так, все, поехали, приготовились, начали, и ты такой, внутри у тебя огонек, и ты такой, ух, и все, и как по новой пошли. Я боюсь высоты, и была сцена, на которой надо было залезть на деревья детям, ну и я в том числе. Я боялась, думала страховка, но все равно опасно.
Но потом прошло время, я освоилась, да. Я уже висела, не боялась, держалась, а до этого я не могла никак. По сюжету фильма обычный городской мальчишка приезжает вместе с отцом в абхазскую деревню к дедушке с бабушкой. Дед постоянно рассказывает внуку смешные байки о своем славном военном прошлом. Не обойдется здесь, конечно, без темы конфликта отцов и детей. Неожиданной будет и развязка сюжета. Сценарий к фильму писал Тимур Квиквискири, тоже в прошлом актер команды КВН «Нарды» из Абхазии. Авторы фильма в полной мере передали красоту и колорит абхазской деревни. Ну а роли родителей главного героя блестяще воплотили наши прославленные артисты Софа Агумава и Кису Хаква. Дедушку в молодом возрасте играет сам Тимураз Тания. Во время показа зал периодически взрывается от хохота и аплодисментов. Мы хотим побывать в Абхазии. Вот первые слова зрителей после просмотра киноленты. Великолепно. Доля шутки тоже была во всех ее смыслах. В общем, фильм здорово показали, очень классно, спасибо. Ну, вообще комедия мне очень понравилась, впечатлила, очень интересно. Абхазия очень хорошо играла, мы хотим летом теперь поехать в Абхазию. Тимур, как старший товарищ, старший брат, можно сказать, очень долго нам рассказывал изначально просто на словах. Это ходило как какая-то просто очень смешная история из уст в уста. И пока мы не дождались того момента, когда Тимур сам однажды сел, нам всем друзьям рассказал эту историю. И, естественно, появилась идея снять фильм об этом. Но он говорит, это вообще моя давняя мечта. Человек пошел, отучился на режиссера. Ну и на самом деле это такой... На мой взгляд, это такая выстраданная такая история. Человек пропустил ее через себя. Слова зрителей свидетельствуют о том, что презентация фильма «Спасибо деду за победу» прошла успешно. Теперь картина отправится в большой путь по кинотеатрам России. Ее увидят в ближайшее время и в Абхазии. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы.